Сорбенты Коми-научного центра для ликвидации нефтеразливов – отличная альтернатива зарубежным аналогам. А в чем-то наши наработки даже превосходят импортные. Об этом накануне в эфире нашего телеканала заявил заслуженный изобретатель России, член-корреспондент РАН Александр Кучин. Доктор химических наук принял участие в программе «Детали неочевидные», посвященной сорбентам, изобретенным в КНЦ. Там изучением и производством этого продукта из целлюлозы занимаются уже 3 десятка лет. Принцип работы простой. Сорбент распыляют на поверхность воды, он впитывает в себя нефть и ее продукты в кратчайшие сроки и в больших объемах. Те же самые сорбенты, которые доказали уже свою эффективность и были опробованы на многих предприятиях, мы получаем тот же самый сорбент, но уже из макулатуры. Да? То есть он обладает не меньшей эффективностью, но является более экологичным продуктом, да, то есть позволяет нам решить сразу 2 проблемы, да, то есть избавляться от нефтеразливов так же эффективно, как и на чистом сырье, и решать проблему с утилизацией непосредственно уже бумажных отходов. Убирает сорбент почти 95% загрязнения, а значит справляется со своими задачами в полном объеме. У нашей республики необходимость в таком помощнике возникла после масштабного ЧП на Колве в 1994-м. Тогда из-за проржавевшей трубы на поверхность просочились сотни тонн нефти. Ликвидировали последствия катастрофы в течение 15 лет. Как показал тот случай, Коми тогда попросту не была готова к катастрофе таких масштабов. Сейчас же нефтяные компании соблюдать ответственность обязывает федеральный закон. Однако наработки ученых Коми-научного центра пока так и остаются на бумаге. Одна из крупнейших нефтяных компаний региона предпочитает продукцию зарубежных конкурентов. Частично закупаются и сорбенты кировских производителей.